Продолжаем эфир нашего телеканала обзором экономических, спортивных и других событий. Начнем с курса валют. Доллар 62 рубля 52 копейки, евро 69 рублей 58 копеек. Что касаемо обмена доллара в Якутске, по обеим позициям лидирует Восточный банк. Покупает за 62 рубля 32 копейки, продает за 62 рубля 65 копеек. По обмену евро лидирует все тот же Восточный банк. Покупает европейскую валюту за 69 рублей 40 копеек, а продает за 69 рублей 65 копеек. Нам удалось сделать сохранение окружающей среды вопросом номер один. Такое заявление сделал глава региона Айсен Николаев на заседании экологического совета при главе республики. Рассмотрены вопросы обеспечения экологической безопасности при освоении месторождений полезных ископаемых, цифровизации природоохранной отрасли и предварительные итоги реализации программы исследований экологического состояния Вилюйской группы улусов. Айсен Николаев добавил, что главными помощниками в обеспечении экологической безопасности должны стать представители общественности. Горнодобывающая и нефтегазовая отрасли промышленности оказывают сильное влияние на окружающую среду. Поэтому при осуществлении деятельности таких компаний на территории республики крайне важно обеспечение экологической безопасности. У хозяйствующих субъектов должна быть повышенная экологическая ответственность, а от федеральных, республиканских и муниципальных контрольно-надзорных органов требуется проведение консолидированной работы, отметил Айсен Николаев. Ряд показателей нацпроекта «Жилье и городская среда» вряд ли будут достигнуты до конца нынешнего года. Об этом сказал министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев на коллегии министерства. Есть риск недостижения показателя по вводу жилья. По плану должно быть введено 88 миллионов квадратных метров. По прогнозам, к концу года будет введено лишь 77 миллионов квадратов. Вместе с тем, по данным Росстата, объемы ввода жилья в этом году выше, чем годом ранее, на 9,1%. Не удается пока добиться из-за планированного снижения процента по ипотечным кредитам. По мнению главы ведомства, на ситуацию повлияла непростая реформа, к которой адаптируются участники рынка. Линию связи для магистральной Волсы запустили в Ленском районе Якутии. В первую очередь к оптическим линиям связи подключены 4 административных объекта сел Нюя-Северная, Ортанахара, Чамча. Магистральную волоконно-оптическую линию связи до малых населенных пунктов района строит Ростелеком. Скорость интернета в учреждениях достигнет 50 мегабит в секунду. В конце декабря этого года начнется старт продаж услуг для физических лиц. Отмечается, что проект по подключению сел Ленского района основан на государственно-частном партнерстве. Общая протяженность линии составит более 400 километров. Российские авиакомпании в 2020 году смогут перевести более 427 тысяч пассажиров в рамках программы субсидирования полетов на Дальний Восток в Симферополь и Калининград. Подробнее расскажет моя коллега Нургуяна Иванова. Нургуяна, я тебя приветствую. А когда жители страны смогут воспользоваться вот такой услугой? Настя, перевозки будут осуществляться с 1 января по 31 декабря 2020 года. Объем финансирования программы составляет 5 миллиардов 800 миллионов рублей. И воспользоваться специальным тарифом могут пенсионеры, россияне в возрасте до 23 лет, многодетные семьи и сопровождающие детей-инвалидов и инвалидов с детства. Это новости экономики. Здравствуйте. В студии работает Нургуяна Иванова. Снижение реальных доходов населения – проблема, которую нужно решать посредством роста производительности труда и валового внутреннего продукта. Об этом заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции. По данным Росстата, реальные доходы граждан за 9 месяцев 2019 года выросли на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На экологические проекты в России до 2024 года будет выделено 4 триллиона рублей. Вложения государства составят 700 миллиардов. Остальные средства планируется привлечь из внебюджетных источников. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. В этом году предприниматели России выделили 27 миллиардов рублей на строительство объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Всего на реализацию национального проекта «Экология» собрано около 500 миллиардов частных средств.
Правительство Российской Федерации выделит около 235 миллиардов рублей на развитие сети автодорог. А деньги позволят выполнить ряд мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Усовершенствовать дорожное хозяйство в городах, где проживает более 300 тысяч человек, и модернизировать трассы регионального, муниципального и местного значения в десятках регионов. Отметим, что сумма состоит из 4 межбюджетных трансфертов. Порядка 1500 якутян трудоустроены в компании «Сургутнефтегаз». Компания активно осваивает восточно-сибирскую нефтегазоносную провинцию, которая включает Якутию, Красноярский край и Иркутскую область. Общие корпоративные запасы компании в России составляют 768 миллионов тонн нефти. Из них 248 миллионов тонн приходится на Якутию. Ожидается, что в этом году объем добычи нефти составит 9 миллионов 300 тысяч тонн, что больше уровня прошлого года. На совещании, где рассматривались предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности компании, глава Якутии Айсен Николаев рекомендовал Сургутнефтегазу вместе с другими недропользователями принять участие в реализации приоритетного проекта «Местные кадры в промышленность». Также он отметил необходимость актуализации соглашения и договора о сотрудничестве между регионом и Сургутнефтегазом, которые были подписаны еще в 2004 году. Специалисты банка Дом.РФ оформили документы по компенсационным выплатам 50 гражданам Якутии, пострадавшим от недобросовестного застройщика «Симир». Напомним, люди покупали квартиры в незавершенных домах, готовность которых не превышала и 15%, не зная, что у «Симир» по сути отсутствуют юридические права на земельные участки под этими объектами. По регламенту семьи обманутых дольщиков получат компенсационные выплаты в течение 10 рабочих дней. Кипрская компания Backstar Holding Limited снизила долю в акционерном капитале Селигдара. В общей сложности компания продала 46 миллионов 700 тысяч голосующих акций золотодобытчика. Сумма сделки не разглашается. Пакет голосующих акций золотодобытчика, находящийся в собственности у кипрской компании, составляет 37 миллионов 200 тысяч штук. Ремонт 22 километров автодорог пройдет в Якутске в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти цели предусмотрен почти 1 миллиард 600 миллионов рублей. Так, в следующем году будут отремонтированы улицы с интенсивным движением, а также большим числом ДТП. Всего в 2019 году в Якутске в рамках нацпроекта было отремонтировано почти 26 километров дорог. На этом у меня все. До встречи в следующем эфире. Настя, тебе слово. Нургана, большое спасибо за информацию. Я напомню, это была рубрика «Экономики» с Нургуяной Ивановой. Введение моратория на выдачу лицензий на добычу рассыпного золота на участках, расположенных вблизи водоемов, нецелесообразно. Такой ответ пришел из администрации президента России на обращение российских природоохранных организаций. Не в восторге от предложения экологов и в Якутии, где на золотодобычу приходится около 9% всего объема промышленного производства. При этом примерно треть драгоценного металла добывается из россыпей. Это очень большой сегмент экономики, поэтому о принудительном запрете разработки рассыпных месторождений речь не идет. Позиция Министерства экологии Якутии тоже однозначна. Наказывать недропользователей надо за конкретные нарушения, а не всех оптом. Проект круглогодичного детского оздоровительного лагеря «Полярная звезда» в республике будут тиражировать в других регионах ДВФО. С такой инициативой выступает агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Ценность проекта не только в том, что будет построен новый объект, но и в том, что управлять им будет инвестор, федеральный игрок, лидер отрасли детского отдыха, что приносит в республику новое качество услуги в сфере детского отдыха и оздоровления, рассказал генеральный директор агентства Леонид Петухов. Марафон открытия домов научной коллаборации стартовал по всей России. Якутия не стала исключением. В учебном корпусе Северо-Восточного федерального университета, где состоялась презентация образовательных проектов Центра дополнительного образования, побывала и наш корреспондент Саргалана Неустроева.
Здесь не говорят о скучных вещах и никого не заставляют. Главная задача Дома научной коллаборации – рассказать интересное об интересном. Детей обучают по разным направлениям научной деятельности – от робототехники до молекулярной физики. В конце курса каждый из учеников имеет на руках готовый продукт своей деятельности. Хожу я сюда в течение нескольких месяцев. Мы изучаем язык программирования C++, пока что мы изучаем основы этого языка. Лично мне здесь очень нравится, потому что помимо того, что мы просто программируем, мы также должны собирать сами конструкции из различных компонентов, чтобы проверить программу. Наставник ДНК, главный научный сотрудник Института естественных наук Никита Соломонов вспоминает, 25 лет назад, так же как сегодня, вместе со школьниками академик отправлялся в экспедиции. Это было полноценное сотрудничество. Ребята с учителями и сотрудниками университета собирали научный материал. Это то, чем должен заниматься вновь открытый Дом научной коллаборации. Основная задача, которая заключается в том, чтобы приучить ребят научной деятельности. Не просто обучение, не просто узнавание того или иного явления, а именно умению собирать данные об этом явлении. На сегодняшний день Дом научной коллаборации СФУ единственный в республике. Специалисты уверены, создание таких современных образовательных площадок развивает систему обучения детей и позволит им стать студентом любого высшего и среднего учебного учреждения. Это удивительная новая образовательная площадка нового формата, на которой наши дети будут заниматься научными исследованиями по приоритетным направлениям. Это и биоинженерия, и генная инженерия, и машиностроение, и IT-технологии. Деятельность Дома научной коллаборации началась еще в октябре этого года. За это время обучение прошли порядка 400 детей разного возраста. Также совместно с Республиканским ресурсным центром организаторы проекта провели курсы повышения квалификации для учителей в новом необычном формате – педагогический хакатон. В рамках открытия Дома научной коллаборации прошли 7 мастер-классов по разным направлениям. Саргалана Неустроева, Григорий Охлопков, Якутск. Теплица «Саюри» работает в штатном режиме. В региональных СМИ появилась информация о том, что в теплицах холодно, а урожай стремительно падает. Генеральный директор предприятия сообщил телеканалу о том, что отопление в круглогодичном комплексе подается в штатном режиме. Угрозы растениям нет. Наша съемочная группа отправилась на предприятие. На прямой связи с нами Саргалана Федорова. Саргалана, я тебя приветствую. Ну, расскажи, какова ситуация на самом деле. Приветствую, Анастасия. Мы находимся в теплице площадью 1 гектар. Здесь выращивают огурцы, помидоры и зелень. Все действительно работает в штатном режиме, сбоев нет, тепло подает. Как мы увидели, у растений здоровый вид, все цветущее, зеленое, красивое. Температура составляет 24 градуса. Это оптимальная температура для растений. И здесь по-прежнему ежедневно получают по 700 килограммов овощей и большую часть поставляют в дошкольные учреждения Якутска. Температуру выставляет специальная система климат-контроля. И установлена так называемая подшатровая система, которая позволяет контролировать процесс созревания. И на местах круглосуточно работают дежурные операторы. Сложившуюся ситуацию нам объяснит агроном Михаил Публиченко. Михаил, расскажите, был ли на самом деле какой-то сбой в работе? Нет, не было никакого сбоя, все работает в штатном режиме. И сбой вообще здесь невозможен, потому что все системы дублируются, и при любых возникновении стрессовых ситуаций или по отоплению, или по подаче электроэнергии, все дублируется и включается дублером, как сказать. То есть как бы невозможно здесь замерзнуть, невозможно остаться без света. То есть все идет под контролем, без проблем. Сейчас у вас идет уже строительство третьей очереди. Да, третья очередь заканчиваем. Сейчас пошла уже подача отопления в эти теплицы. И идет монтаж лотковых систем,
подвесных потолков, которые нам будут энергосбережение обеспечивать от холодной крыши. То есть все, двигаемся вперед и будем обеспечивать Якутию свежими овощами ежегодно и круглосуточно. Все нормально. Спасибо. Такова у меня информация. Анастасия. Саргалана, большое спасибо. Я напомню, что на прямой связи со студией была наш корреспондент Саргалана Федорова. Как работает в Нерюнгри пилотный проект по ускоренной замене лифтового оборудования и сколько домов уже удалось обеспечить безопасным и комфортным передвижением между этажами, выясняла Екатерина Павлова. Срок эксплуатации лифтов составляет 25 лет. В Нерюнгринском районе на сегодняшний день действует более 300 лифтов, из них 268 в городе Нерюнгри. 50% городских лифтов обновили в рамках реализации пилотного проекта с 2016 года. То есть мы к тому моменту уже смогли, снять остроту кризиса. Далее нам уже помогал региональный оператор по ремонту, по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. И с их помощью нам удалось отремонтировать в 2018 году уже 24 лифта в 18 домах. В самом длинном многоквартирном доме города Нерюнгри, номер 6 по проспекту Ленина, в 2017 году было заменено 15 лифтов. В комплект каждого нового лифта входит его программное обеспечение, благодаря которому мы видим, что происходит в лифте, на каком он этаже остановился. Можем эту громкую связь с пассажирами установить, вызов принять, в общем, состояние, что именно сломалось. Все полная диагностика неисправностей благодаря этой системе. Поэтому это уже более современный уровень и в обслуживании, и просто в надежности. На замену одного лифта уходит около месяца. Это создает горожанам определенные неудобства, но необходимо понимать, что программа имеет важное социальное значение. Зато после замены можно наслаждаться бесперебойной работой нового комфортабельного лифта. Лифт очень хороший, работает отлично, поломок не было. За 2 года никто в нашем доме не жалуется. Сегодня в Нерюнгри требуют своей замены 72 лифта. Все они в разной степени изношенности. Городские власти прогнозируют полную замену лифтового оборудования к 2021 году. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Переходим к чрезвычайным происшествиям. Следователям столичного отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Дело возбудили в отношении неоднократно судимого 34-летнего жителя Якутска. Продолжит мой коллега Юрий Осипов. Юра, я тебя приветствую, но мы ждем подробностей. Да, Настя, здравствуй. Выяснилось, что в тот день мужчина был в баре. Там он увидел, что один из посетителей выронил свою карту, он подобрал ее и пользовался как своей. До момента своего задержания он успел потратить около 20 тысяч рублей, то есть весь баланс карты. Здравствуйте. Вы смотрите обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В Якутске полицейские раскрыли кражу из квартиры. Местная жительница рассказала, что у нее имеются несколько квартир, одна из которых на данный момент пустует. Накануне заявительница решила проверить ее. Приехав на адрес, она обнаружила, что дверь взломана, а из квартиры похищены микроволновая печь, мультиварка, унты, ботинки и куртка. Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении кражи был задержан ранее судимый за аналогичное преступление 28-летний уроженец Усялданского района. Выяснилось, что поздним вечером он, проходя мимо жилого дома, решил зайти в подъезд, чтобы погреться. Увидев хлипкую входную дверь у одной из квартир, он взломал ее и проник в чужое жилье. В ходе проведенного обыска часть похищенного была изъята. Однако микроволновую печь, мультиварку и унты мужчина все-таки успел продать. На этот раз ему грозит до 6 лет лишения свободы. В Среднеколымске по результатам рассмотрения уголовного дела в отношении гражданина применены принудительные меры медицинского характера. В августе 2019 года житель Среднеколымска в течение длительного периода времени непрерывно распивал алкогольные напитки. Вследствие злоупотребления алкоголем у него возникло временное психическое расстройство, выраженное в проявлении галлюцинаций. Гражданин начал слышать голоса умерших родственников и разговаривать с ними. Утром 15 августа 2019 года мужчина, находясь на кухне своей квартиры, в связи с ухудшением самочувствия попросил свою мать вызвать скорую помощь. Затем без причины взял кухонный нож и нанес ей матери 2 удара в область левого плеча.
По указанному факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту З части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». По результатам психиатрической экспертизы у мужчины обнаружены признаки временного психического расстройства в виде преимущественного галлюцинаторного расстройства, обусловленного абстинентным состоянием вследствие синдрома зависимости от алкоголя. Постановлением Верхнеколымского районного суда, с учетом мнения прокурора, мужчине применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами. Перейдем к происшествиям в других регионах, а именно в столице страны. В четверг вечером в самом центре Москвы у порога Федеральной службы безопасности произошла стрельба. По официальной версии нападавший был один, проникновения в здание спецслужбы не было, один сотрудник ведомства погиб. Подробности в следующем материале рассказывает Артем Сторонов. По уточненным сведениям, предоставленным Центром общественных связей ФСБ, стрельбу в Москве вечером в четверг открыл один человек. Первоначальная информация о 3 нападавших не подтвердилась. Преступник, по данным ведомства, уже нейтрализован. Один сотрудник ФСБ погиб, его имя не называется. Были ли другие жертвы, не уточняется. Как сообщили в российском Минздраве, в результате инцидента пострадали 5 человек, из них 2 сотрудники ФСБ, которые получили крайне тяжелые ранения. Проникновения нападавшего в здание спецслужбы не было, заявили в ведомстве. О том, что в центре Москвы неизвестный открыл стрельбу возле здания приемной ФСБ на Кузнецком мосту, стало известно вечером в четверг. Очевидцы, опрошенные Рейтер, рассказали о том, что они успели увидеть. Стрельба, я, конечно, не стал близко подходить, потому что жить-то хочется. Вот. И скрылся за угол. Ну и так за угла смотрел, что происходит. Как стрельба происходит, как... Потом через какое-то время приехала скорая. Там нет, перед этим еще, видимо, сотрудники тоже к нему подбежали, видимо, по-быстрому в эту скорую закинули, я не знаю, там, но он, видимо, был уже мертвый. Все, дальше нас, в общем-то, просили, да, подальше от места. Ехал, началась перестрелка. Сотрудник полиции подбежал, все быстро эвакуировал в аэропорт. Сами побежали дальше воевать. То есть это происходило прямо рядом с вами? Ну да. Какое расстояние? Не рядом с нами, видно было. Метров где-то 100-200. Источник Рейтер, близкий к ФСБ, рассказал, что у службы была информация о планировавшейся атаке во время выступления Владимира Путина на концерте в Кремле в честь Дня работника органов безопасности России, который отмечают 20 декабря. По факту стрельбы на Лубянке Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире. Настя, ну а к этому часу у меня вся информация. Я продолжу следить за событиями. Юрий, большое спасибо. Мы будем ждать. Я напомню, что о происшествиях, которые произошли в республике и за ее пределами, нам рассказал Юрий Осипов. Ну а прямо сейчас эфир продолжит мировые новости. Палата представителей США в среду проголосовала за начало процедуры импичмента президенту страны Дональду Трампу. Законодатели поддержали обвинения по 2 статьям – превышение полномочий и препятствование расследованию Конгресса. Решение, будет ли Трамп смещен с поста или продолжит работу, примет контролируемый республиканцами Сенат. Однопартийцы не демонстрируют стремление отстранить президента. Обо всем и по порядку. Анастасия Дмитриева. Злоупотребление властью и воспрепятствование расследованию Конгресса. По обеим статьям обвинения Палата представителей США, большинство в которой составляют демократы, в среду проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу. Сторонники этой меры переступили необходимый порог в 216 голосов. Спикер Нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси объявила итоги голосования.
За 230, против 197. По первой статье решение принято. Превышение полномочий президенту инкриминировали за попытку задержать выплату военной помощи Украине, чтобы, как утверждают демократы, ее власти провели расследование против вероятного политического конкурента Трампа на выборах 2020 года Джо Байдена. По второму пункту препятствия расследованию Конгресса законодатели проголосовали с результатом 229 против 198. Демократы считают, что президент нанес ущерб Конституции, отказавшись давать показания Комитету по расследованию Палаты представителей. В преддверии голосования лидер партии Адам Шиф дал понять, что не оставит попыток отстранить Трампа от власти. Если вы говорите, что президент может не следовать предписаниям, отказываться от законного процесса, оказывать давление на союзника и обманывать на выборах, потому что он представляет нашу партию, то значит вы не соблюдаете нашу Конституцию, вы не верны своей присяге. Вот что я вам скажу. Я буду верен своей. Соратники Трампа в большинстве своем с обвинениями не согласны. Они отметили, что президент имеет право на конфиденциальность переписки и бесед. В защиту выступил лидер партии республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти. Госпожа спикер, я должен предупредить вас. То, что я сейчас скажу, мои коллеги-демократы ненавидят слышать. Дональд Джей Трамп – президент Соединенных Штатов. Он является президентом сегодня, он будет им завтра и останется им даже после этих слушаний по импичменту. Перед началом голосования Трамп написал в Твиттере, что не сделал ничего плохого, охарактеризовал ситуацию как ужасную, отметил, что это не должно никогда повториться с другим президентом и призвал помолиться. Дональд Трамп стал третьим президентом в истории США, которому был объявлен импичмент Палатой представителей Конгресса. Законодатели ранее выносили обвинения Эндрю Джексону в 1868 и Биллу Клинтону в 1998 году. Однако Сенат в обоих случаях голосовал за оправдание. Продолжит ли Трамп выполнять свои обязанности, Сенат, в котором большинство составляют республиканцы, может решить уже в январе. Электрический концепт-грузовик пожарной службы представили на днях в Калифорнии австралийская компания Rosenbauer International. По словам конструкторов, уже к 2025 году на улицы Европы может выйти 700-800 таких машин. Новый пожарный грузовик на электрической тяге представили на днях в Калифорнии. Автомобиль, разработанный австрийской компанией Rosenbauer International, по замыслу создателей должен в будущем полностью заменить нынешние расчеты с бензиновыми двигателями. Концепт-кар оснащен двумя электромоторами и аккумулятором мощностью 350 киловатт с возможностью подзарядки от дизельного генератора. Как говорят разработчики, это первый в мире пожарный грузовик с нулевыми выбросами в атмосферу. Кроме того, он был сконструирован с чистого листа. Мы начали с составления списка пожеланий, можно сказать, рождественского виш-листа. Если уж начинать с нуля, то мы хотели бы иметь то-то и то-то, чтобы решить проблемы будущего, будь то урбанизация, дорожные пробки, гендерные, демографические и социальные изменения, соединяемость вещей. Мы взглянули на эти аспекты и подумали, как все это повлияет на пожарные бригады в будущем. И то, что вы видите у меня за спиной, результат 4 лет исследований и 3 лет производства. Сотрудник пожарной службы США Гарольд Шапельхуман считает, что шансы на повсеместное внедрение таких грузовиков вполне реальные. Мы в пожарной охране совершаем множество выездов на короткие расстояния, так что я считаю, что электромотор в данном случае может быть более эффективен. Дизель – это канцероген, а сейчас все беспокоятся обо всем, что может вызывать рак, о безопасности здоровья сотрудников и сограждан, потому что наши грузовики зачастую должны оставаться заведенными во время вызовов. Кроме того, в электромоторе меньше движущихся частей, чем в бензиновом двигателе, что повышает эффективность новой машины. К таким электрическим расчетам уже присматриваются пожарные службы Берлина и Амстердама. В этих городах с 2025 года будет запрещен въезд в муниципальные районы грузовиков, автобусов и такси с бензиновыми двигателями, а еще через 5 лет вообще всех машин с такими моторами. В компании-производители считают, что к 2025 году на дороги Европы уже могут выйти от 700 до 800 таких расчетов, а к 2030 году их число может превысить 3000. Подарок небес. Туристы, путешествующие по северу Финляндии, стали свидетелями северного сияния. Эффектное световое представление длилось несколько часов, рассказывает Анастасия Дмитриева. 9 часов светового шоу.
Туристы, которые в среду и четверг оказались в Лапландии, были ошеломлены северным сиянием, которое освещало небо всю ночь, вплоть до утра. Несмотря на мороз, приезжие местные жители собрались у костров, чтобы наблюдать за удивительными ярко-зелеными узорами, которые солнечный ветер рисовал на темном небосклоне. Север Финляндии является излюбленным местом для тех, кто хочет увидеть это природное явление. Мало кто уезжает отсюда разочарованным. В течение всей зимы разноцветное свечение происходит часто и длится по несколько часов. Полярное сияние появляется в результате столкновения электрически заряженных частиц от Солнца с частицами в атмосфере Земли. Палестинец, христианин Исаак Ассиси, взял на себя роль Санта-Клауса несколько лет назад. В канун Рождества он является в Иерусалим, чтобы настроить на праздничный лад местных жителей и приезжих, независимо от вероисповедания. В качестве средства передвижения он пользуется верблюдом. Подробности у Сергея Берца. Новой традицией в старом городе Иерусалима с недавних пор стал предрождественский визит Санта-Клауса. В обычной жизни он носит имя Исаак Ассиси и работает баскетбольным тренером. Иса поздравляет всех, кто встречается ему на пути, с предстоящим Рождеством и желает мира Святой Земле. С начала декабря здесь работают елочные базары. Аналогом одного из главных символов праздника – елки – признан аризонский кипарис. Представители христианских общин, церкви, монастыри, посольства и зарубежные журналисты получают деревья бесплатно. Все остальные платят по 80 шекелей, по курсу 1400 рублей. Свое дерево получил поляк Томаш Дубьель. Поставлю дома, украшу и отмечу Рождество тут, в Иерусалиме. Такие же планы у американской пары Дамира и Азры Косич. Мы с детьми сделали игрушки, украсим ими дерево. Положим под елку подарки для детей. Так и отпразднуем. Выходец из христианской семьи, в прошлом профессиональный баскетболист Исаак Ассиси прошел курс обучения в специальной школе в Денвере, штат Колорадо. Перед праздником он посещает больницы, интернаты для детей с особенностями развития и дома престарелых. Средством передвижения палестинскому Санта-Клаусу служит верблюд, принадлежащий его другу. Начни сейчас, чтобы быть здоровым. По инициативе Центра медицинской профилактики Хабаровского края 12 декабря стартовал новогодний челлендж здоровья. Цель акции – подтолкнуть дальневосточников к заботе о своем здоровье путем распространения простых, но действенных советов по ведению здорового образа жизни. Хабаровчане бросили вызов нашей Якутии. Сейчас с нами на связи наш корреспондент Полина Долинская. Полина, я тебя приветствую. Расскажи, как ответили на вызов якутяне. Здравствуй, Анастасия. Основной посыл этой акции в безотложном действии. Не надо ждать понедельника или 1 января для того, чтобы изменить свой образ жизни и взять под контроль свое здоровье. Для этого достаточно буквально 5-минутной гимнастики. В свою очередь, этот челлендж нам передал Забайкальский край. И активисты, медики Республиканского центра медицинской профилактики приняли его. И сейчас мы находимся в спортивном комплексе «Дахсун». Вы можете видеть, как проходит именно ответный челлендж. И сейчас главный врач Республиканского центра медицинской профилактики Алена Никитина передаст челлендж Республике Бурятия. Спорт – это жизнь, это легкость движения. Спорт вызывает у всех уважение. Спорт продвигает нас вверх и вперед. Бодрость, здоровье нам всем принесет. Республиканский центр медицинской профилактики Республики Саха-Якутия принимает новогодний челлендж здоровья регионов Дальнего Востока и передает эстафету коллегам из Республики Бурятия. Начни сейчас, чтобы быть здоровым! Эстафета здоровья, этот челлендж «Начни сейчас, чтобы быть здоровым» проходит при информационной поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации. Можно также отслеживать, как Дальневосточный федеральный округ принимает участие в этом челлендже в инстаграм-аккаунте по хэштегу «Здоровье, _ДВФО 2020». Итоги этой эстафеты будут подведены уже 27 декабря. На этом у меня все. Анастасия, передаю тебе слово. Полина, большое спасибо. На прямой связи со студией была наш корреспондент Полина Долинская.
В Байхале состоялся косплей-бал. Такие события – это возможность перевоплотиться в героев комиксов, кино и аниме. Также в стенах местного дворца культуры подвели итоги года и наградили отличившихся активистов молодежной политики. Подробности в следующем сюжете. В Айхале провели косплей-бал. Самое долгожданное событие для айхальской молодежи. Дресс-код выбрали необычный. Ребята переоделись в костюмы кино и мультгероев. Например, сегодня можно было встретить Шрека или фею. Не каждый день увидишь такое. Как театр начинается с вешалки, бал начинается с костюма. Здесь уж точно встречали по одежке. К конкурсу на лучший наряд участники готовились за несколько дней до его начала. Это персонаж из мультика «Храброе сердце» Мерида. Готовилась я, дня 3, наверное. Сегодня утром я проснулась в 8 утра, чтобы накрутить локоны, макияж сделать, собраться, погладиться. А за кулисами тем временем волновались артисты. Ведь для многих это дебютное выступление. Среди участников не только творческие коллективы, но и обычная молодежь. Бал для них – возможность впервые показать широкой публике свои таланты. Я присутствую на этом мероприятии впервые. Я вообще состою в Совете молодежи. И действительно для меня данное событие, данный концерт, он волнительный. Но главное этого вечера – награды лучшим. Тем, кто отличился в уходящем году. Так, например, номинацию «Лидер года» получил и Роман Руднев. Он внес большой вклад в развитие молодежной политики. В основном, конечно, мое направление – это КВН и волонтерство. Я стараюсь двигать движение в поселке Айхал, развивать его по мере своих сил. И, судя по всему, я преуспел в этом. Помогать тем, кто в этом нуждается, наша коллега Оксана Мезенцева начала 2 года назад. В составе группы волонтеров она приходит на помощь детям, ветеранам, пожилым людям. На балу она победила в номинации «Доброволец года». Мы, айхальские добровольцы, целый год помогали ветеранам поселка, детям с ограниченными возможностями и всем, кто нуждается в этой помощи. Зачастую, конечно, наши дела оставались незамеченными, и очень приятно, что сегодня на таком грандиозном молодежном мероприятии нас отметили в разных номинациях. На сцену пригласили и школьников. Они также отличились в волонтерской деятельности. Участвовали во многих культурно-массовых и спортивных мероприятиях. На участие в бале молодежи в этом году подали заявки 68 человек. Однако, повторимся, выбирали лучших. Таковых на этот раз оказалось только 12. Альбина Шерефединова, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». В Якутске проходит финал соревнований по пожарно-спасательному спорту. Лучшие спортсмены, все они действующие сотрудники пожарных подразделений, соревнуются 2 дня. Вчера прошли соревнования по дисциплине бег на полосе препятствий. Сегодня же финальный старт-подъем по штурмовой лестнице. На полигоне пожарной службы сейчас находится мой коллега Александр Хавренко. Он выходит на прямую связь со студией. Александр, я тебя приветствую и ждем от тебя всех подробностей. Приветствую, Анастасия. Сегодня действительно проходят финальные соревнования по пожарно-спасательному спорту. Уже прошли соревнования среди мужчин, прошли соревнования среди женщин, и вот готовятся к своим соревнованиям младшая группа, то есть дети, которые еще не являются сотрудниками пожарных подразделений, но, видимо, в дальнейшем они выберут для себя именно такую судьбу, потому что другого объяснения тому, почему они участвуют в этих соревнованиях, я для себя придумать не могу. О важности соревнований и о том, как они проходят, нам рассказал один из организаторов, постоянных организаторов этих соревнований, Григорий Захаров. Он является начальником этого замечательного полигона. Давайте послушаем, что он нам рассказал. В соревнованиях у нас принимают как мужчины, так и женщины. И также в этих соревнованиях у нас участвуют дети, это юноши и девушки. У них же такие же дисциплины, как преодоление 100-метровой полосы с препятствиями и подъем по штурмовой лестнице. В лидерах сейчас у нас идут 5-й отряд Федеральной противопожарной службы, это с города Якутска. Но это вот основной костяк у нас сборной команды Республики Саха-Якутия, в которой мы обычно выступаем в межрегиональных соревнованиях по Дальнему Востоку. Ну и стоит добавить, что по результатам сегодняшних соревнований, по результатам сегодняшних финалов будет сформирована сборная, которая уже после Нового года, примерно в январе месяце, поедет на дальневосточные соревнования, где будет представлять нашу республику. Ну а дальше, возможно, Россия, а может быть и европейские и мировые первенства. Анастасия. Александр, большое спасибо. На прямой связи со студией был наш корреспондент Александр Хавренко.
А мы переходим к новостям спорта. ВАДА приняла к сведению решение Напсовета РУСАДА оспорить санкции в спортивном арбитражном суде. В четверг наблюдательный совет РУСАДА проголосовал за несогласие с решением исполкома ВАДА о санкциях в отношении российского спорта. Теперь РУСАДА необходимо до 30 декабря отправить ответ на решение ВАДА. Падел официально признали видом спорта в России. Он представляет из себя смешение большого тенниса и сквоша. Размеры и разметка корта, а также принцип начисления очков сопоставимы с принятыми в большом теннисе. Главным отличием является наличие прозрачных стен высотой 4 метра, расположенных по периметру площадки. За исключением подачи игроки имеют право использовать удары с отскоком мяча от них. Падел был придуман в Мексике в 1962 году, а позднее приобрел популярность в латиноамериканских странах. В Международную федерацию падела входят 44 национальные федерации. Якутянин Владимир Балынец стал обладателем приза спортивных журналистов России «Серебряная лань» как лучший паралимпиец 2019 года. В десятку лучших спортсменов также вошли чемпионка мира по легкой атлетике Анжелика Сидорова, фигуристка Алена Косторная, гимнаст Артур Далалаян и другие российские спортсмены, отличившиеся в уходящем году. Отмечается, что торжественное вручение награды пройдет совместно с Олимпийским комитетом в феврале 2020 года. Пока по многим районам республики наблюдается похолодание и объявлены активированные дни, погода в Южной Якутии держится в пределах нормы. Температура воздуха в декабре в пределах 30 градусов. Сейчас на прямой связи со студией находится наш корреспондент Сергей Козюра. Сергей, я тебя приветствую. На какой отметке остановились столбики термометров в Нерюнгри сейчас? Да, Анастасия, день добрый. Минус 30 для Нерюнгри в декабре – это нормально, лишь бы не было ветра, который преследовал нас весь ноябрь. Ну и как утверждают синоптики, такая погода продержится ближайшие 10 дней. Конечно же, мы все надеемся на потепление в новогоднюю ночь. Ну, что не касается, так это тех, кто отправится в эти дни в тропические страны отдыхать. Ну а тех, кто все-таки остается в городе, тоже скучать не придется, потому что буквально в первые дни Нового года пройдет фестиваль «Зимние забавы», где на реке Чульман пройдут катания на оленях, на собачьих упряжках, на снегоходах. Также пройдут всевозможные игры, конкурсы и, конечно же, диско 80-х на свежем воздухе. Ну и также в эти дни традиционным местом посещения в Нерюнгринском районе является горячий источник «Наход». Так что у нас будет весело. Собственно, мы и приглашаем вас к нам в эти дни. Встретим с распростертыми объятиями и новогодним настроением. Настя? Сергей, действительно, у вас будет очень весело. Мы обязательно к вам приедем. Большое спасибо за информацию. Я напомню, что на прямой связи со студией был мой коллега Сергей Козюра. Продолжим говорить о погоде. В Алдане минус 31, давление 698 миллиметров ртутного столба. Облачно, ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Ленске еще холоднее, минус 38, давление 743 миллиметра ртутного столба. Облачно. В столице Алмазного края в эти минуты минус 38, ветер до 3 метров в секунду. Холоднее всего сейчас в Якутске, минус 39, ветер с порывами до 2 метров в секунду. Давление 750 миллиметров ртутного столба. Мы завершаем наш выпуск. Еще больше новостей вы сможете найти на наших официальных сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Спасибо за внимание и не переключайтесь.